Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники конференции. Меня зовут Федоров Саша, я учусь в 5 классе. Позвольте представить мой доклад на тему кукольная анимация в приложении Stop Motion Studio. В настоящее время можно создавать кукольную анимацию, не выходя из дома. Для этого есть множество различных приложений, например, Stop Motion Studio. Цель исследования – создание анимационных роликов в приложении Stop Motion Studio. Задачи – узнать больше о приложении Stop Motion Studio, ознакомиться с особенностями данных приложений, оценить возможности Stop Motion Studio, создать видеоролик в приложении Stop Motion Studio. Гипотеза. Если приобрести теоретические знания в создании мультфильмов, то, может быть, я тоже смогу создать свой ролик. Stop Motion Studio – это приложение, с которым легко создать видеоролик с кукольной анимацией. Я выбрал это приложение, потому что данное приложение очень интересное, увлекательное и имеет очень много функций. Например, имеет очень много фонов и фильтров. Первый мой мультфильм называется «Дикий Запад». Сначала надо было придумать сценарий, что оказалось для меня самым сложным. Но через некоторое время мини-сценарий был готов. Это история про двух друзей-ковбоев, которые ссорятся из-за одной девушки. Все персонажи были сделаны из пластилина и специальной проволоки. Но я взял очень толстую проволоку, поэтому мне было трудно их двигать. Надо было нарисовать фон, и я его нарисовал. В этом ролике 157 кадров, и это 107 кадр. Дальше, для добавления звуков и музыки мы использовали другое видео под названием Malawi видео. Сейчас я вам покажу мое творение. Лучан представляет мультфильм «Дикий Запад». Автор Александр Федоров. Это мультфильм про двух друзей. Первый был работягой и весь день трудился. А второй был лентяем, весь день лежал дома. И они влюбились в одну и ту же девчонку. Ее звали Белла. Она была очень красива, странной неземной красоты. Работяга попросил руку и сердце у Беллы. И Белла согласилась, и вдруг узнал об этом и рассердился, и вызвал друга на дуэль. И пришла Белла и успокоила друзей, и они жили долго и счастливо. Это мой второй мультфильм. Сценарий был создан из сказки «Трех медведей». Одна девочка заблудилась в лесу. В лесу она нашла домик, в котором жили 3 медведя, и зашла в домик. В доме было 2 комнаты. Она зашла в первую комнату и начала есть с большой чашки. Но похлебка ей не понравилась, и она начала кушать из средней чашки. Но похлебка тоже не понравилась, и она начала есть из синей маленькой чашки. И похлебка ей очень понравилась. Потом она начала качаться на стуле и сломала его.
Потом она пошла в вторую комнату и увидела там 3 кровати. Первая была большая, вторая средняя, а третья маленькая. Третья кровать ей очень понравилась, и она легла спать. Конечно, есть неполадки, но в будущем я их буду учитывать. В заключение, в ходе проекта поставленные перед нами цели и задачи успешно выполнены. Также я смог самостоятельно создать свой мини-мультфильм. Я понял, что создание мультфильмов очень сложный и кропотливый. В создании мультфильма длиной 1 минута у меня ушла половина дня. Мне понравилось работать над данным проектом. Спасибо за внимание.